У стен Кремля в парке Зарядье дали старт одному из крупнейших событий лета. В день географа начал свою работу 5-й фестиваль Русского географического общества. За 11 дней гости смогут изучить страну от Калининграда до Камчатки, увидеть удивительных морских млекопитающих Арктики, узнать об истории географических открытий, познакомиться с многообразием культур и традиций народов России. Якутия на выставке также представила свой павильон. Чем будут удивлять наши земляки, узнаем у Максима Кардозу. Фестиваль Русского географического общества – это уникальная площадка, где можно познакомиться с разными регионами России, увидеть их самобытность, оценить туристический потенциал. Якутия второй раз участвует в форуме и не стесняется выделяться. В этом году якутский павильон находится не просто в центре экспозиции фестиваля, он в центре Москвы, в центре страны. Посмотрите, это стены Кремля, буквально через дорогу храм Василия Блаженного. И это прекрасная возможность прийти сюда и сделать историческое фото нашей прекрасной белоснежной якутской урасы на фоне Спасской башни. В павильоне представлена выставка, посвященная быту и культуре народа Саха. Но центральное место занимает экспозиция о якутской лошади, ее сакральном смысле, роли в жизни обычных скотоводов. Мы сегодня посвятили нашу экспозицию, конечно, еще и завершению буквально, действительно исторического конного перехода, самого длинного в истории России. Конного перехода в 11 тысяч километров, который совершили наши земляки, молодые наши коневоды Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев. Мичил не смог дойти до самой Москвы, но до Новосибирска они шли вместе. Это сложнейший, очень рискованный переход был. Вы знаете, я думаю, что это самый красивый павильон на этом фестивале. Я зашла внутрь. Очень красивые национальные костюмы. Он очень отличается, очень колоритный. Я считаю, что он привлекает внимание, и хочется узнать, что там внутри, и посмотреть, что предлагает Якутия туристам. Фестиваль продлится 11 дней. Все это время в якутском павильоне можно будет получить мастер-класс игры на хомусе, познакомиться с традиционными настольными северными играми, послушать лекции от наших ученых. А на воскресенье запланирована грандиозная презентация республики в рамках фестиваля. Гостей и жителей столицы ждет большой концерт якутских и российских исполнителей, а также осохой у кремлевских стен. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.